Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции начинаем с истории ТАССР. В этот день, в 1927-м, издано постановление Совета народных комиссаров ТАССР о принятии латинского шрифта для татарской письменности. Но уже через 12 лет татарский язык ждал очередной удар, переход на кириллицу. 3 августа 1937 года расстрелян доцент Казанского педагогического института, потомственный почетный гражданин Казани Абдулхамид Апанаев. Его обвинили в контрреволюционной деятельности. В этот день, в 1942-м, родился Константин Васильев. В Казань художник переехал вместе с семьей в 1946 году из Майкопа. Он стал одним из самых знаменитых живописцев нашей республики. Большая слава пришла к художнику через десятилетия после его смерти. В 1996 году была открыта его галерея, а в 2013 году преобразована в музей. Это событие прошлого. Ну а сейчас о главном на сегодня. Вернуться к плановому приему пациентов. Система находится на военном положении. Как будет меняться работа системы здравоохранения в ближайшее время, расскажет Салават Мухаммадулян. Трехлетняя девочка провалилась сквозь пол детской горки. Выявили ушиб головного мозга, перелом правой теменной кости. Следственный комитет завел уголовное дело, начала проверку и прокуратура. Подробности расскажет Вероника Гайнудинова. 650 человек со всего Татарстана и ближайших регионов. Как в Казани прошел первый с начала пандемии массовый спортивный марафон, узнавала Юлия Гоголева. Первая победа за 27 лет. И вот она у нас сейчас стала одной из выдающихся аниматоров в том плане, что от нее все же ребята показывают хорошие результаты. Какой граф сегодня разводит орловских рысаков на татарской земле, знает Алия Хайрудинова. Система находится на полувоенном положении. Такую оценку состоянию дел в здравоохранении республики сегодня дал министр Марат Садыков. Двукратный рост больных пневмонией, меньше половины от плана стационарной и амбулаторной помощи и остановка диспансеризации. Если борьба с коронавирусом на передовой, то в тылу ждут решения уже другие вопросы. И так уже 4,5 месяца. А впереди сезон гриппа. Сегодня Минздрав, Роспотребнадзор подвели итоги работы в период вспышки ковида и обозначили, как будут возвращаться к штатному режиму. Плановая помощь в больницах возобновится, а в районы поедут мобильные поликлиники. Когда и какие болезни еще могут показать серьезный рост, расскажет Салават Мухаммадулин. Система находится на военном положении. Как гром среди ясного неба, коронавирус изменил всю работу системы здравоохранения. Штормит местами до сих пор. В целом, ковиду республика смогла дать отпор. Мы на 81-м месте по уровню заболеваемости в стране. Правда, в некоторых районах этот показатель отмечен красным цветом. Есть 10 территорий республики, которые имеют высокий уровень заболеваемости по итогам всего периода пандемии. В то же время в период коронавируса в республике снизилось количество выявленных случаев острых кишечных инфекций, гепатита А, ветряной оспы. Но внебольничная пневмония показала существенный рост. В связи с введением диагностики методом компьютерной томографии отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонии в республике в 2 раза, как в целом и по стране. Мы видим снижение хронических вирусных гепатитов, туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Но не за счет результата профилактики ковид, а в силу снижения объемов профилактических осмотров, диспансеризации и тестирования в период карантина по ковиду. Эти же показатели называют причиной скачка смертности в Набережных Челнах. А потому сейчас главная задача – восстановить штатный режим работы всей системы здравоохранения. Организовать возобновление оказания плановой медицинской помощи, реабилитации в полном объеме с соблюдением всех мер безопасности, этапной маршрутизации и преемственности. Проведение диспансеризации с учетом откорректированного плана графика. Проведение вакцинации. Выезды мобильных комплексов в районы республики. Перепрофилирование временных инфекционных госпиталей. Один из ключевых элементов перехода на плановый прием пациентов – это открытие нового корпуса инфекционной больницы. Его строительство – решение Рустама Миниханова. Уже ровно через неделю у татарстанской системы здравоохранения будет дополнительно 232 койки с возможностью расширения до 504.
Появление нового корпуса частично разгрузит временные госпитали и больницы. Они смогут вернуться к профильной работе. Ее построили и оборудовали за 100 дней. При этом здание фундаментальное. Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнения эпидситуации, в том числе в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подспорьем в этой работе должно стать открытие на следующей неделе нового корпуса инфекционной больницы, который построен в кратчайшие сроки. Чтобы не допустить новых вспышек, отдельное внимание к профилактике сезонных заболеваний. Задача – вакцинировать 60% населения республики. Это больше 2 миллионов человек. Мы очень надеемся, что практически к середине августа мы возобновим в большинстве из наших больниц плановый режим работы. Для этого все предпосылки на сегодняшний день существуют, и в первую очередь это снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как отметил главный врач республики Марат Садыков, система здравоохранения выдержала испытания. Впереди выход из ограничительного режима и работа на продолжение увеличения продолжительности жизни татарстанцев. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Итак, новая инфекционка в Казани откроется уже ровно через неделю. Ее построили и оборудовали в рекордно короткие сроки – за 100 дней. Капитальное 4-этажное здание. Обычно в России такие объекты только возводят как минимум 1,5 года, затем еще и оснащают. Давайте сравним. Китайскую больницу для зараженных коронавирусом построили за 10 дней. Но это был временный, по сути, мобильный госпиталь. Минобороны строит 16 медцентров в регионах страны менее чем за 100 дней, но у них проекты модульные и коек меньше. Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин поставил Казанскую инфекционную больницу в пример всей стране. Не отвечала требованиям безопасности. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту ЧП на детской горке в Альметьевске. 3-летняя девочка упала с 2-метровой высоты. Ребенок провалился в дыру на полу аттракциона. В нескольких местах просто отсутствовал деревянный настил. У девочки диагностировали серьезные травмы головы. Это та самая горка на детской площадке в Альметьевске на улице Гагарина. В нескольких местах вместо деревянного пола дыры. Доски просто отсутствуют. Именно туда и провалилась 3-летняя девочка, упав с 2-метровой высоты. Ребенок достаточно часто катается на этой горке, и, само собой, она знакома, и никто не мог ожидать, что с ней что-то не так. Ребенок был в сознании, плакала. В приемном отделении ее направили на компьютерную диагностику. Уже травматолог нам сообщил, что состояние оценивается средней тяжести, ушиб головного мозга с переломом. Ребенка отправили сначала в реанимацию Альметьевской больницы, после на скорой перевезли в ДРКБ. У девочки диагностировали ушиб головного мозга и трещину в черепе. Сейчас она в отделении нейрохирургии. Ребенок средней степени тяжести. Там идет ушиб головного мозга средней степени тяжести. На данный момент вопрос об оперативном вмешательстве не стоит. То есть пока ведется ребенок консервативно. Почему конструкция была неисправна и кто отвечает за безопасность на ней, сейчас разбирается Следственный комитет. Но после возбуждения уголовного дела по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, горку отремонтировали. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов инфраструктуры. Расследование уголовного дела продолжается. Проверку начала и прокуратура Татарстана. Проведение проверки поручено Альметьевскому городскому прокурору. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования. Это не первое ЧП в местах детского отдыха в этом году. В июле в Челнах прямо во время работы начал разваливаться аттракцион «Веселые горки». На нем находились 2 детей. Они не пострадали. Чуть позже в этом же парке на территории сухого фонтана одна из защитных решеток самопроизвольно открылась, куда одной ногой и провалился ребенок. Девочка получила ушибы. Причиной происшествия назвали неисправность креплений. По фактам обоих ЧП по требованию прокуратуры заведены уголовные дела. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Судьба исторического центра Казани уже не вызывает опасений. Ильсур Медшин сегодня оценил будущий облик столицы Татарстана. Сейчас в городе более 500 объектов культурного наследия. Сотни из них спасены и восстановлены. Согласован проект гостиницы «Коммерческие номера» на Баумана. А на стене дома по улице Лядова появится мемориальная доска Сергею Королеву. Обо всем подробнее Наталья Мезина.
Какой Королев? Это же дядя Сережа. Вот так по-простому Галина Федоровна вспоминает легендарного конструктора Сергея Королева. Рассказывает, как почти 80 лет назад он водился с казанскими детьми. Они сохранили о нем теплую память на всю жизнь. Вот 4-й этаж. Вот из 3 коричневых. Здесь жил великий человек, который придумал наши ракеты. 3 года жизни великого конструктора Сергея Королева связаны именно с Казанью. С ноября 1942 года большую часть тюремного заключения и год после освобождения он провел именно здесь, в доме номер 5 по улице Лядова. В память о том, кто полеты в космос сделал реальностью, установят мемориальную доску. Об этом сегодня говорили в мэрии Казани. Особое внимание уделено увековечению памяти выдающихся деятелей, чьи судьбы связаны с нашей республикой. Произведено благоустройство 17 памятников. Это и бюст герою соцтруда Виталию Копылову, мемориальная доска писателю Амирхану Юнике, монумент советскому солдату в Парке Победы. В целом в Казани насчитывается более 500 объектов культурного наследия. Главная задача сейчас, говорят специалисты, не только сохранить старое, но и делать это с помощью новых технологий. Щели на арт-объекте 30-х годов достигли уже нескольких сантиметров. Чтобы спасти арку влюбленных, строители уже ведут работу по укреплению фундамента с помощью буро-набивных свай. И это только один из десятков объектов, в которых кипит работа. Разработан проект здания гостиницы «Коммерческие номера» на Баумана. Было принято решение о разработке нового ПЗО Казани и Кремля, а также обновлении буферной зоны ансамбля Казанского Кремля. В настоящее время проекты разработаны и проходят процедуру утверждения в Министерстве культуры Российской Федерации. Каким в целом станет исторический облик Казани, будет известно уже в сентябре. Концепция устойчивого развития исторического поселения города подходит к финальной стадии. Ильсур Медшин сегодня вспомнил, что сохранить центр от новостроек было совсем непросто. Порой было необходимо волевое решение президента. Что называется, один блатной, второй еще блатнее. И выдержать натиск и не дать погоне за прибылью развернуться каким-то высоткам большим в историческом центре. Это большая работа всех наших коллег. В конце лета рабочая группа презентует проект Рустаму Миниханову. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Побег, ставший подвигом. Сегодня исполнилось ровно 25 лет с того дня, как летчиков татарстанской авиакомпании «Аэростан» захватили в плен талибы в афганском Кандагаре. Самолет принудительно посадили, экипаж арестовали. В плену они провели больше года. Сбежали пилоты тоже в августе. Побег организовали так, что это стало мировой сенсацией. Было экранизировано, а сам экипаж получил высокие государственные награды. Об истории чудесного спасения подробно Дмитрий Аринин. Это реальный кадр возвращения татарстанского самолета Ил-76 на родину. Экипаж встречают как героев. Талибов тоже ждут крепкие объятия уже правоохранителей. Они теперь будут молчать. Ну да, молчать. Они еще скажут, что отпустили. Об этой истории, которая до этого, казалось, могла произойти только в кино, в 2010 году с участием российских кинозвезд сняли фильм, где почти документально показали, как все происходило. Так, 3 августа 1995 года грузовой самолет, который перевозил для афганского правительства патроны и амуницию, был посажен талибами. Экипаж из 7 человек попал в плен. Меня сам допрашивает Мулла Амар, главный талиб. Откуда летите, чего делаете? Я говорю, что летим? Первый раз с этим рейсом лечу. А что везешь? Я откуда знаю? Я же не имею права там вскрывать. Мне загрузили, я исполнитель простой. Стали сопротивляться, но прикладами огрели. Все, вперед. Жара, нехватка воды, еды, психологическое давление и призывы перейти в ислам. Таким был плен у талибов, расскажут потом летчики. Связь с родиной удалось установить и поддерживать благодаря Ментимиру Шаймиеву и ее представителю Тимуру Акулову. Я говорю, ну ладно, ребят, тогда начнем так. Вы мусульмане, талибы, я мусульманин, знающий арабский язык. Давайте будем говорить на языке Корана. И начал говорить по-арабски. Это их остановило. И потом 3 часа я сидел, говорил по-арабски. Я понял, что они не знают арабского языка. Они вызвали своего переводчика. Ну, не переводчика, а министра иностранных дел. И вот через министра иностранных дел, который знал арабский язык лучше, чем они, мы начали разговаривать. Я считаю, что вот именно этим я завоевал доверие у них какое-то. И потом уже в дальнейшем стало легче с ними общаться. Так пленных летчиков разрешили навещать, и они смогли обсудить план предстоящего побега.
Все случилось 16 августа 1996 года. Экипаж убедил талибов, что самолет нуждается в постоянном обслуживании. В пятницу, когда большая часть охраны аэродрома ушла на намаз, летчикам удалось поднять самолет в небо, повторив спустя полвека подвиг нашего земляка Михаила Девитаева. Это потом уже начинаешь осознавать какие-то риски. Риски для себя, для своего экипажа, для друзей. Пролетев через Иран, российские летчики вернулись в Казань в ночь на 19 августа. Командиру экипажа Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину присвоили звание Героев России. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. Все там сложилось, так сказать, в нашу сторону. И техника не подвела, и вот этот погоды. Ну, все вот это обстоятельства. Что это было, пятницу? Ну, так много народу было, пятница, выходной день. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. С удовольствием приземлился бы в Москве с парашютом, но на свой главный праздник ему пришлось добираться поездом. Старейший десантник страны, ветеран Великой Отечественной, 95-летний Павел Клетнев отмечал День ВДВ на Красной площади. Его лично пригласило командование воздушно-десантными войсками России. Своими эмоциями в праздник он поделился с Диной Газалиевой. Он и сейчас в строю, в свои 95. Павел Кузьмич Клетнев, казанец, старейший российский десантник, приехал в Москву специально на праздник своих родных воздушно-десантных войск. И, конечно, на возраст никаких поблажек, уверяет гвардеец-десантник. Никто, кроме нас. Ура! Программа праздника, а это 90-летие со дня создания ВДВ, в Москве отметили с размахом. Приглашенным со всей страны известным и заслуженным бойцам устроили насыщенную программу. Экскурсии, показательные выступления боевой смены, ну и, конечно, торжественные мероприятия на Красной площади, в самом центре столицы. Все это радостно и волнительно, особенно человеку, жизнь которого навсегда связана с десантурой. Ощущения самые приятные, героические, воспоминания, все вот в душе вспоминается, как ведь мы жили, как мы воспитывали. Павел Кузьмич, гвардии-сержант, старейший ветеран ВДВ Татарстана. За его плечами прорыв блокады Ленинграда, освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии. Десантник уверен, что настоящих воинов можно воспитать только личным примером. Поэтому, всему вопреки, ежегодно совершает прыжки с парашютом. В прошлом году, в 2019 году, ко дню Дня Победы, мы в очередной раз совершили прыжок, тандем-прыжок с парашютом в городе Йошкар-Олла с Павлом Кузьмичем Клетневым. Это, я считаю, тоже пример, личный пример, который достоин подражания. Смелые, решительные, преданные воинскому долгу, никто кроме нас. И сейчас у них стоит еще одна, по-настоящему боевая задача – воспитать такую же внутреннюю силу и в подрастающем поколении российских бойцов. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. На Казанской ТЭЦ-3 энергокомпании ТГК-16 успешно прошли учения по ликвидации разлива топлива. По сценарию учений разлился мазут, из-за чего пострадал сотрудник станции. Как сработал персонал по устранению ЧП, об этом далее. В результате разрыва ячейки мазутного резерва номер 4 произошел разлив мазута с выбросом за облование. Так, по сценарию учения слесарь обнаружил разгерметизацию резервуара с мазутом. Площадь разлива топлива составила 200 квадратных метров. Всему персоналу была дана команда покинуть опасную зону. Это может повлечь за собой, во-первых, загрязнение почвы здесь и также может загрязнить полностью ливневую канализацию. На место учебного ЧП прибыли сотрудники нештатно-аварийных спасательных формирований, а также профессиональные пожарные и медики. Пострадавшего сотрудника вынесли из опасной зоны и оказали медицинскую помощь. В то же время из аварийного резервуара перекачали мазут. Место разлива, чтобы исключить пожар, обработали пеной. Если подводить итоги учений, то все формирования, начиная от нештатных спасательных формирований и заканчивая профессионалами, провели свою работу на отлично. Угрозы как экологической, так и населению города нет. Вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС на станциях ТГК-16 уделяется повышенное внимание. Тренировки с персоналом проходят ежемесячно.
В республике учреждена премия имени Владимира Васильевича Марковникова. Ее будут удостаиваться российские и иностранные ученые за выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Награда будет присуждаться один раз в 2 года. Первая церемония должна пройти уже в этом году. Напомним, в Татарстане также действует международная Арбузовская премия. Она присуждается раз в 2 года в целях поощрения ученых за выдающиеся научные труды и изобретения в области химии фосфора. Массовые рекорды назло коронавирусу. Тысячи спортсменов, профессионалов и любителей вышли на старт в рамках всероссийского полумарафона «Забег.рф». 85 городов от Калининграда до Камчатки пробежали в одном ритме за здоровый образ жизни. Жители Татарстана тоже не остались в стороне. Сколько из них добрались до Казани, где и прошел первый самый массовый с начала пандемии забег, и стал ли на этот раз Казань беговой столицей России, выясняла Юлия Гоголева. 3, 2, 1, старт! Этого забега жители Татарстана ждали как никогда. Столько дней в заперти, поэтому на дистанции 1, 5, 10 и 21 километр выходили как на праздник. Тренировались во время карантина как могли. Кто-то дома, на беговой дорожке или же просто в поле. По хозяйству работал, и это занимало место физической подготовки у меня было. В общем, сенокос и все такое. Олег Сидоров приехал на старт из Бавлинского района. Благодаря агрофитнесу стал первым на дистанции 10 километров. Наконец-то мы на своей стезе занимаемся любимым делом, по которому скучали очень-очень много. Это крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом. Традиционно сюда приезжают целыми семьями. Спортсмены-любители Айрат и Дамир Бекуловы из Нижнекамска. А это жители Альметьевска. Наталья Дубовик вместе с сыном и дочерью только что покорила самую короткую дистанцию. 1 километр. Сейчас болеет за мужа. Чтобы этот праздник спорта мог состояться, на площадке перед Акбарс-ареной организаторы внедрили сразу несколько антивирусных новшеств. Как вы видите, на старт спортсмены выходят волнообразно, каждые 5 секунд. Кто-то в ветровках, ведь на улице сильно похолодало, кто-то налегке, но каждый непременно в масках и перчатках. Всероссийский полумарафон «Забег.рф» совпал в этом году с празднованием Днем десантника. И, конечно, без голубых беретов на старте не обошлось. Цель была поставлена выбежать за час 10 километров. Цель выполнена, так что всех причастных с праздником. Одновременно с Казанью полумарафон бежали более 80 городов по всей стране. И приятная для Татарстана новость. Наш спортсмен, член сборной России Ринас Ахмадеев, выиграл марафонскую дистанцию на забеге в Москве. В столице Татарстана полумарафон с синхронным стартом проходит в 4-й раз. В свое время его проводили и на Казанской набережной с идеально ровным покрытием. Но по большим просьбам спортсменов место забега изменили. Говорят, бежать по намокшему бетону было уж очень скользко. На этот раз для бегунов перекрыли участок дороги на Сибгата Хакима. Дважды за историю полумарафона Казань становилась беговой столицей России. Но в этом году удержать звание не удалось. На старт вышли в 5 раз меньше участников. Победу на самой солидной дистанции 21 километр в этом году снова одержал мастер спорта Ринат Кашапов. Побить его рекорд жители Татарстана смогут уже в начале октября на традиционно еще более массовом Казанском марафоне. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В этом году Татарскому конному заводу исполняется 100 лет. О вековом юбилее сегодня можно говорить благодаря братьям Скоковым. Именно они в 2016-м возродили его, правда, не в Спасском, а в Новошишминском районе. Сейчас завод кузница коней чемпионов. Татарского орловского рысака давно знают далеко за пределами России. Олег Хайрудинова продолжит тему. Вот с этого красавца большеглазого и начался наш конный завод. Это первая лошадь была приобретена мною. Прямо на входе в стойло нас встречает красавец Бекас. Николай Скоков, у него и фамилия говорящая, купил скакуна еще в 2006-м. Тогда и мысли не было, что любовь к лошадям приведет к делу жизни и к победе, которую ждали 27 лет. Эта красавица, она нам дала дербиста. На прошлой неделе вот ее сын выиграл Орловское дерби на Казанском ипподроме. Кобыла по кличке Пуля. И с таким упоением Николай Скоков рассказывает о каждом рысаке. Глаза вот от арабской лошади у них вот такие яркие, выразительные.
Чтобы создать чистокровное потомство орловских рысаков, приходилось выискивать лучших канематок. Их привозили из Кировской области, Пермского края, Алтая, участвовали на московских аукционах. На сегодняшний день имеем 140 голов лошадей орловской рысистой породы. Вот вы, наверное, сами уже видели, что мы расширяемся, еще один бокс пристраиваем, строим, чтобы они у нас все уходили, и уже чтобы мы соответствовали, естественно, статусу конного завода. А нам уже соответствовать долг велит, потому что мы в этом году стали брендом, одним из брендов Республики Татарстан. Не только разводят лошадей. Татарский конный завод дал 40 рабочих мест жителям села Слобода Петропавловская и 6 на Казанском ипподроме. Это тренеры. У нас поголовье тоже увеличивается, поэтому у нас уже места не хватает. Вот решили еще один бокс построить. Рассчитан на 20 голов. 3 гектара земли под пастбище и засев зерновых. Убирают урожай тоже сами. В этом году специально купили и новую технику. Пастбище планируют увеличить, а с ним и само поголовье. Коневоды любят орловскую породу за особую стать. Кстати, появились они у нас еще со времен Екатерины II. Тогда ее фаворит Алексей Григорьевич Орлов выкрал у турецкого султана арабского скакуна по кличке Сметанка. Именно он и стал родоначальником орловской породы на татарской земле. Помогает и республика. Скоковые участники президентской программы по развитию коневодства и конного спорта. На содержание лошадей в Казанском ипподроме ежегодно субсидия Минсельхозпрода. Ребята с других регионов нам просто завидуют. У нас прекрасный ипподром, самый лучший ипподром. У нас прекрасные лошади, у нас прекрасные кони-владельцы. То есть и поддержка есть определенная. Мы на каждую конематку получаем 35 тысяч. И также вот на содержание племенных лошадей на Казанском ипподроме нам субсидируют. Это не везде есть такое. В копилке наград за скачки более полусотни кубков, а добрая молва о татарском орловском рысаке разлетается по миру. 3 лошади уже служат в полку Ким Чен Ына. Есть наши скакуны и в Китае, Афганистане, Казахстане, Киргизии и, конечно же, во многих регионах России. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Новошишминский район. О погоде в продолжении выпуска у нас пока все. До встречи. Здравствуйте. Циклон, испортивший погоду в выходные, теряет свои позиции. О погоде на 4 августа чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» – забота о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево, несмотря на облачную погоду, вероятность осадков будет небольшой. Температура начнет повышаться. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге преимущественно без осадков. Станет теплее, плюс 19 днем. На севере Татарстана, в Агрызе, в Менделеевске, Актаныше переменная облачность, днем небольшой дождь. И здесь начнется улучшение погодных процессов. Пасмурный и дождливый циклон покидает и северо-запад республики. Тут до 22 градусов выше нуля, без дождей. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном солнце будет выглядывать из-за туч. Без осадков и тепло, плюс 23. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше пока облачно, но уже без осадков. На смену пасмурному и прохладному циклону спешит очень теплый и солнечный антициклон. В последующие сутки столбики термометров значительно повысятся. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники «Отмину» более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В
Казани во вторник ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ночью плюс 14, днем 24 градуса выше нуля. Ветер северный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.